Но сейчас у нас, кстати, очень интересное включение. Сейчас у нас на связи из вот этих вот самых вот Соединенных вот Штатов Америки, из города, не побоюсь слова, Вашингтона, журналист радиостанции «Эхо Москвы», но она там постоянно живет, Карина Орлова. Здравствуй. Очень рад тебя видеть, 100 лет не видел, не слышал, но читаю. Спасибо, Эльдар. И я знаю, что, Карина, ты очень много пишешь как раз про господина Трампа, про его поступки, мотивы, про реакции на него. Вот знаешь, даже вопросов я не хочу задавать. Я думаю, что ты лучше знаешь, что нам рассказать сегодня про реакцию в США на такое блестящее турне, на такую гастроль президента. Давай. Да, ну, реакция. Шок. Конечно, Трамп шатит мир, Трамп сдал Америку. Есть такое выражение в английском языке to throw under the bus, да, бросить под автобус дословно, но это как бы сдать с потрохами или пустить в расход. Вот он это сделал в отношении страны, в отношении американских спецслужб и в отношении, в общем, народа. Что произошло? Дональд Трамп вчера лично сказал, что слово сотрудника иностранного государства вмешивалась в выборы, для него важнее, чем работа и данные, и расследования, проведенные американскими спецслужбами. Карина, если можно, Карина, чуть-чуть помедленнее, потому что звук чуть опаздывает, что-то немножко плохо слышно. Извини, пожалуйста, продолжай. Хорошо, сейчас попробую вот так. Да. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан вчера назвал то, что прокомментировал то, что произошло, назвал это ничуть не уступающим государственной измене. В принципе, с такими заголовками вышла вся либеральная пресса. Да. Самая популярная колонка сегодня на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» — это колонка Тома Фридмана. Это известный колумнист. Он тоже пишет о том, что Дональд Трамп совершил изменнический поступок, и говорит о том, что это заставляет задуматься и о том, что есть у русских на Трампа, что заставило его себя так вести. Джон Клаппер, глава национальной будущий глава, прокомментировал, что Трамп выглядел испуганным и капитулированным. И более того, Трамп даже назвал одного из сотрудников, одного из глав разведслужбы, национальной разведки, Дэна Коутса, сказал, что вот да, ко мне приходят мои люди, вот Дэн Коутс приходил и говорил, это русские, а вот пусть говорит, это не Россия вмешивалась в выборы. Ну, самое ужасное, что Дэн Коутс в Hudson Institute, в think tank здесь в Вашингтоне, и он сравнил текущие угрозы кибератак со стороны России в преддверии выборов 2016 года, в ноябре 2020 с красным угрозы или теракта сентября. То есть дело не только в том, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году, а в том, что она продолжает свои атаки на избирательных, что мы знаем, кстати, из заключения Боба Мюллера, на инфраструктуру. Карина, прошу прощения, опять ты немножко быстро говоришь, вот когда ты говорила медленно, чуть помедленнее и громче, так хорошо было тебя слышно. Попробуй, пожалуйста. Я когда медленно говорю, Айдар, я забываю уже, что я хотела сказать. Ну, во-первых, это красиво. Говори, ты будешь дольше так говорить. Хорошо. Так вот, либеральная, больше половины страны сапфиров, да? Тем, что половина, до сих пор ждем реакцию ее. Сейчас очень важно, что программа Белого дома вчерашнего саммита. Потому что сегодня у Трампа встреча с конгрессменами-республиканцами. Некоторые из них выступили с критикой в адрес Трампа жесткой, но в основном это были либо те, кто и так все время критикует Трампа, как сенатор Джон Маккейн или Джефф Флейк, да, или те, кто уходят в отставку, как тот же самый Джефф Флейк, или спикер Палаты представителей Пол Райан. Пол Райан вообще как бы давно продал душу Дональду Трампу, но вот вчера выступил с критикой в его адрес, сказал, что президент должен понимать, что, это цитата, что Россия не союзник,
США, что Россия — это вражеское по отношению к США государство. Но вот, другие, например, высокопоставленные республиканцы, конгрессмены молчат, как лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл. Да, это такой самый столб американского республиканского истеблишмента, это человек, на которого опирается Дональд Трамп во всем том, что он делает. И вот он молчит. Некоторые выступили в защиту Дональда Трампа. Например, Рэнд Пол. Он, кстати, баллотировался на выборах 2016 года, был кандидатом. Это такой самый ультраправый, который выступает против абортов, гей-браков, ну то есть вот совсем. И он сказал, что ничего такого страшного не произошло, что вообще президент США и вообще все было хорошо. Ну, конечно, важна реакция республиканцев, как вы понимаете, потому что не хватает вот половины страны для того, чтобы какую-то оппозицию составить действенную Дональду Трампу. Нужны еще республиканцы, которые бы в Конгрессе, например, провели конкретные действия. Вот что, например, можно сейчас сделать по итогам этого саммита? Да? Как Трампа призвать к ответу? Во-первых, я предлагаю, это раздаются предложения от политиков, экспертов, чтобы Конгресс затребовал у Трампа и у налоговой службы его налоговой декларации. Потому что стоит большой вопрос, что русские имеют какое-то финансовое преимущество над Трампом. Скажи, Карина, скажи, они правда думают, что если русские деньги существуют у Трампа, то они задекларированы где-то, да? Ну, послушай, я думаю, что... Вот смотри, видишь, как интересно. Ведь то, что происходило до того, как Трамп был избран президентом, происходило совершенно открыто. Вот, например, его адвокат Майкл Коэн, который брал платежи напрямую от Columbus Nova, инвестфонда Виктора Вексельберга в Нью-Йорке. И они это даже не скрывали, это не проводилось через какие-то там 5-е, 10-е офшоры. Почему это делалось? Потому что никто не смотрел туда, и Дональд Трамп не собирался выиграть. Он не хотел этого, и никто и не ожидал, что он это делает, поэтому никто и не думал, что будет такое внимание. Но даже если прятать, проводить через 50 офшоров, все равно американцы имеют доступ ко всем этим финансовым проводкам. Это мы знаем из панамской досье. Прекрасно. Все равно деньги Рауду удалось найти. Они все это проводятся через 28 офшоров и левых сделок и фиктив и так далее. Все равно это все есть. Главное знать, куда смотреть. Так что я думаю, что да, конечно, именно поэтому Дональд Трамп не публикует свою налоговую декларацию, значит, там что-то есть, иначе зачем отказываться, если там все белое и чистое, правильно? Вот. Так что еще можно было сделать с Трампом? Например, заблокировать его назначение. Сейчас Трамп назначает очередного Верховного суда. Вместо того, кто ушел в отставку, Трамп, естественно, уже предложил кандидатуру очень консервативного судьи. Тогда у республиканцев будет преимущество консерваторов 5-4. Сейчас на повестке стоит запрет аборта. Как минимум на уровне штата, как максимум на федеральном уровне. Я не шучу, это может произойти в Америке в 21 веке. Могут запретить аборт. Потому что республиканцы реально хотят запретить аборт. Так вот, если бы республиканцы захотели наказать Трампа, они бы могли заблокировать, устроить обструкцию. Этого никто как не делает, не собирается делать. И, конечно, раздаются требования вызвать для дачи показаний в Конгресс советников и помощников Дональда Трампа, которые готовили эту встречу, чтобы они рассказали, как готовилась встреча, почему она пошла так, как пошла, и что вообще произошло. И вот там задаюсь вопросом, почему Трампу понадобилась встреча с Путиным. Ну, как самое невинное, это то, что он не хотел встречу. Чего не хотел он, извини, пожалуйста? Прессу. Опять я не расслышал. Утечек в прессу. Ага. Конечно. Да. Это как минимум. А как максимум, вот могу только апеллировать, я не знаю, если вы читали, очень рекомендую, очень много наделала шума, статья, колонка, огромный репортаж в Нью-Йорк Magazine, где-то там двухнедельной давности. Она так и называется. Трамп как спящий агент Путина. Как кто опять? Извини, плохо слышно. Трамп как кто? Спящий агент Путина. Ой, понятно. Это не теория заговора. Нью-Йорк Magazine — это серьезное издание.
там никаких даже новых данных не приходит. Это просто журналист, он сводит воедино все, что и так известно о связях Трампа с Россией. И говорит, что, может быть, уже пора перестать игнорировать вот эти все факты и считать, что это просто совпадение. Что на самом деле, как минимум, Трамп может быть asset, как его, как спящий агент, да, как актив Путина, как максимум, как спящий, как агент. Ну, конечно, версию агента мало, но вот судя по тому, что произошло на саммите в Хельсинки, я уже ничего не замечаю, и я задаю вопрос, вокруг абсолютно серьезные журналисты, политики, издания задают вопрос, что у русских есть на Трампа, что он так себя ведет. Кстати, если вы обратили внимание, вчера на пресс-конференции задали вопрос впрямую, есть ли президент Путин в России у вас компромат на Трампа. Путин не сказал, не сказал. Он начал рассказывать, обратите внимание, он начал говорить о том, что когда, как сегодня Vanity Fair вышел с хорошим заголовком, Путин сказал, что Трамп был слишком неважен для того, чтобы делать PP-тейп с ним, запись видео PP. И сказал, что Трамп как бы был просто частным бизнесменом, что Путин не знал, что Трамп в Москве, когда он приезжал в 2017 году. Это ложь, прямая ложь, потому что Владимир Путин постоянно врет. И американские журналисты опровергли это вчера. Дональд Трамп, когда приезжал в Москву, искал встречи с Путиным. Путин не мог с ним встретиться. И Дмитрий Песков звонил Трампу, носил свои извинения. И Путин, к сожалению, не может провести встречу с Дональдом Трампом. Так что Дмитрий Песков знал, и, скорее всего, Владимир Путин тоже знал, что Дональд Трамп в Москве.